Друзья, всем привет! Меня по-прежнему зовут Мадьяр, и я по-прежнему из самой лучшей страны в мире, из Казахстана. Ну что, не прошло и 3 лет, я вернулся. У меня сегодня мукбанг не простой, а праздничный. Почему? Спросите вы. А я вам отвечу. Потому что мы будем сейчас с вами отмечать 10 тысяч подписчиков. Ну, сразу прошу прощения. Извиняйте меня, многие из вас просили праздничный мукбанг, чтобы был с бешпармаком, с бешем. Но дело в том, что у меня мамочка в отъезде уже пару дней. Ну, самый лучший беш готовит мамочка. А покупать беш там в кафешках или в ресторанах, ну это какое-то извращение. Поэтому, как мамочка приедет, сразу будет беш, обещаю. А сегодня у нас роллы, но роллы не простые, а золотые в буквальном смысле этого слова. Это самая дорогая доставка в городе Семей, по роллам я имею в виду. Этот сет мне обошелся, сейчас я вам скажу, на 7100 тенге. Я в рублях напишу где-нибудь здесь. В общем, 7100 тенге. У меня тут в общем, 4 вида, по-моему, да, 4 вида роллов. Филадельфия. Остальные вы сами догадаетесь, какие. Потому что я вот в роллах не разбираюсь. Там был сет, самый такой нормальный. Вот я его заказал. Пить будем сок. Ой. Так, честно, давно сок не пил. Сок такой джайский, пика, мика, щика, вот типа такого. Ну что, неделю меня почти не было. Последнее видео, которое я записал, это было мукбанг в кафе. Вот честно скажу вам, не было вообще желания записывать видео. Я не знаю почему. Как таковое настроение хорошее, вот именно там весна, анау-манау, все дела. А вот именно записывать видео не было желания, вот честно скажу. Сегодня желание есть, желание бомбически ракетное. И я вот решил записать мукбанг. Ну что, давайте пробовать. Смотрите, какая Филадельфия. Ну, конечно, сразу видно, что роллы не дешманские, да? И даже и вы заметили. Это вынос мозга. Это не реклама. Все куплено, свои, кажется, кровные. Так, Филадельфия обалденная. Какой-то соус, она мне сказала, эта девушка-диспетчер, я не запомнил вообще. По-моему, это с угрем. Да, это угорь сверху. Так, макаем. Сюда уже соевый соус. Ой, соевый соус. Васаби добавил. Имбирь. Вы знаете, я к имбирю потихонечку привык. Блин, а что я еще начал есть-то? Ребята, спасибо вам. 10 тысяч подписчиков. Вот я даже говорю, и мне даже не верится. 10 тысяч подписчиков. Для меня в Ютубе иметь там даже 1000 подписчиков, для меня это казалось, ё-моё, как много. А тут 10 тысяч подписчиков. Ребята, самое главное, благодарность это вам. Каждому зрителю обнимаю, приподнимаю, целую, обнимаю вас. Ребята, огромное вам спасибо, что вы у меня есть, что вы мне подписаны, на меня подписаны, что вы пишете добрые слова. Когда вы пишете под моими видео добрые комменты, у меня в животе не то что бабочки, у меня в животе вся флора и фауна, понимаешь? Поэтому огромное вам спасибо. Вообще я считаю, что... Вот такой давайте попробуем. Вообще я считаю, что люди благодарны, вот которые умеют благодарить и благодарят там, ну там, людей, да, кто им помог. Здесь смотрите, по-моему, тоже уголь. Люди, которые благодарят и умеют благодарить, они, мне кажется, в жизни добиваются большего успеха, потому что они, это как бы закон вселенной, я уж не знаю, энергообмен, все дела. Это очень мощно работает, поэтому всегда будьте благодарными. Сок ничего такой нормальный. Конечно, моя любовь это Филадельфия. Чего уж там не говори. Филадельфия One Love. И у вас, думаю, тоже.
никакую тему не готовил. Неохота было мне что-то думать. Я имею в виду на сложные темы. Охота была с вами просто поесть, поблагодарить вас, что вы у меня есть. Здесь, по-моему, 33 штуки вышло. Обалденно вкусно. Что хочу сказать. Погода у нас сегодня бомбическая. Настроение у меня тоже. Обалденные. Так что решил себя сегодня побаловать роллами. Ну, честно говоря, обычные такие заказываю там. Такие по ценам джайские. Вот такой, смотрите. С рыбой, по-моему, да, с рыбой. Обычно я заказываю такие, не могу сказать, что они невкусные, но они такие среднего вкуса. И по ценам они средние. Ну, заказываю такие, да. Потому что все упирается в деньги. Тут я решил побаловать себя и заказал вот такой сет. Так что, ребят, спасибо вам огромное. Если бы мне кто-то сказал, что у меня будет 10 тысяч подписчиков, да, вот это реально для меня была бы фантастика, вот реально я вам говорю. Поэтому вот это сейчас говорю, даже мне не верится. Утром что, Джай кофе попил? Кофе попил? Такой бутерброд джайский сделал тоже. Вот. Я же знал, что я буду видео снимать. У них даже цвет рыбы такой, знаете, красивый прям. Филадельфия. Не знаю, как вы, я люблю прям макать много в соевый соус. Вы знаете, так сильно полюбил соевый соус. В общем, когда я фунчозу готовил, купил его в супермаркете. А там фунчозу вот так надо, мало надо. И у меня как бы оставалась фунчоза. Я его и в мясо добавляю, и туда добавляю. В общем, полюбил соевый соус. А он такой, знаете, еще был такой густой. Вот такие, по-моему, они с водой разводят. То ли я старею, то ли YouTube меня прям заворожил, как сказать, я прям имбирь так. Не могу сказать, что я полюбил, но мне не так противно, как было первые разы. Так что, ребят, пишите в комментах, любите вы роллы, не любите роллы. Вот эти сыра сколько.
О, вкусно какая. Так, вот эту съем. Кажется, на последняя. Ребят, напишите в комментах, сколько времени вы на меня подписаны, потому что есть подписчики, которые с самого начала, с моего первого видео пишут комменты, я же по нику уже знаю уже. Ну, так что пишите, с какого момента вы со мной, так скажем. Может, вы недавно присоединились, может, вы давно уже подписаны. Привозят вот в таких этих коробочках. Сразу извиняюсь, что я сегодня мало говорю, потому что когда я вижу ролл, я просто вхожу в состояние какого-то аффекта и, как говорится, ем и только о них и думаю. Я же устроил же опросник, типа, что вы хотите видеть. Вот вы, как я уже говорил, написали эти роллы. Бешпармак. Я сам не умею бешпармак готовить, сразу говорю. Мамочка всегда готовит. Для меня бешпармак, понимаете, это не просто блюдо, вот ты поел и все. Да, ежику понятно, что это вкусно, все дела. Но сам процесс мне нравится. Вот когда дома варится мясо на газу, да, на плите. Запах козы по всему дому, по всей квартире распространяется. Но это просто вышка. Это даже словами не передашь какое-то ощущение, когда дома там сразу уютно, тепло. Вот какие-то, знаете, такие теплые воспоминания у меня всегда, когда вот мама готовит, с семьей мы готовили, например, бешпармак, да, это... И дело даже не в том, что это вкусно. Оказывается, вот он же еще один есть. Как похудеешь после этого, понимаете? О какой диете может идти речь, когда вот такие шикарные роллы заказываешь? Вам, кстати, приятного аппетита. Пожелал я или нет, не помню. Такие прикольные они, каким-то соусом. Но он такой немножко этот кисловатый. Ну, есть в этом что-то такое прикольное. Это в соевом соусе. Кстати, многие угорали под прошлым видео, что я пошел в это кафе со своей доской. Да, а почему нет? Потому что, во-первых, это в кадре нормально смотрится. Там какую доску они мне бы дали, какую-то шапканскую, уставшую от жизни. А так у меня доска, ну, хорошего такого вида, цивильного. Так что я всегда хожу со своей доской. Ну, не всегда, имеется в виду, когда вот на съемки пойду, в следующий раз обязательно тоже возьму с собой. Она же как бы небольшая. О, вкусно как. Здесь, короче, сливочный сыр, потом что-то непонятное и рыба, по-моему. Да.
Классно было бы вот съездить в Японию, да, попробовать их настоящие роллы. Но, по-моему, они едят больше сырой рыбы. По-моему, у них нет вообще понятия роллов. У них, наверное, суши. Суши это с сырой рыбы, да? Вот видите, я уже стал этим экспертом. Ребят, я, по-моему, наелся. Это рис сам по себе же он сытный. Там васаби уже на дне, на донышке. А, бляха-муха. Острая. У меня такое ощущение, что я наелся, но я хочу дальше есть. То есть есть такое выражение у казахов. Көз тоймайды, то есть глаза не наедаются. То есть ты их видишь, и тебе охота. Сок такой нормальный. Пойдет. Сейчас надо еще в больницу, блин, неохота так идти. Ладно, пешком прогуляюсь, тут недалеко. Чтобы роллы растрясти, надо немножко походить. Кстати, я начал потихонечку возвращать свою старую привычку. Ходьбу. 10 тысяч шагов и не меньше. Вот я уже недельку так хожу. И все ок. Ладно, вот это вот доем, он прям в рот просится. Я не могу его как бы обидеть, поэтому давайте доем. А и потом. А их надо макать. Ну, такое себе, конечно, когда макаешь соевый соус. Че, ребят, наелся от души. Даже дышать трудно. Столько наелся. Так что, ребят, это был вот такой мукбанг. Еще раз вас от души благодарю. Я вас, наверное, запарил своими благодарностями уже. Ну, не знаю, мне так приятно, что вы на меня подписаны, что вы мне пишете комменты. Для меня это что-то такое, знаете, удивительное и волшебное, что вы на меня подписаны, пишете комменты, мы с вами общаемся, вы мне в Инстаграм пишете. Огромное вам спасибо еще раз. Прям вот от души, душевно в душу, огромное вам спасибо. Мукбанг был классный, роллы офигительные. Я, в принципе, этого и ожидал. Наелся, погода классная. Сейчас пойду мне в больничку, пешком прогуляюсь. Наелся капец. Ну все, ребят, вам хорошего дня. Еще увидимся. Пока-пока. Пока.